хотелось бы проинформировать вас о 20-дневном круизе в Татарстан, в Казань и город Нижнекамск. Все началось со схода сельских предпринимателей, который организовал, как всегда, на высоком уровне, это ВКТ. Значит, Уразаев Фарид, коллектив ВКТ, на высоком уровне мы провели вот этот сход предпринимателей. И, конечно, мажорной нотой в конце выступил президент Татарстана Рустем Нургалиевич. Он нам дал карт-бланш всем общественникам заниматься, поблагодарил нас всех. Мы так поняли из выступления, он в курсе общественной деятельности ВКТ. В мои функции входило это собрать там, значит, все проспекты. Так как у нас здесь есть клуб предпринимателей, мы все собрали. И вот уже сейчас идут у нас взаимосвязь с предпринимателями Татарстана, России и с нашим предпринимательским клубом. Второе, конечно, в Казани, это мы сейчас очень большое внимание уделяем подрастающему поколению. Была очень интересная встреча в 15-й гимназии, и по традиции мы посетили школу «Солнце» Павла Анатольевича Шмакова. Хочется заострить внимание, вот в школе все национальности, там армяне, дагестанцы, Средняя Азия, русские, украинцы, белорусы, разные национальности. И все они представили шикарный концерт на татарском языке. Все они изучают татарский язык. И хочу рассказать про двух девушек, девчонок и в этой школе. Вот они, эти девчонки, 4 года назад пошли в лес. Набрали там ведро желудей. Эти желуди они отмыли, посадили. И вот через 2 года эти дубы дали ростки. И вот эти вот ростки они раздали всем, в том числе и мне. Вот у меня сейчас на окне, значит, растут 4 саженца дуба, которые я должен куда-то высадить и за ними ухаживать. Они вместе с ребятами, вместе со школой высадили эти саженцы во дворе школы, в своих дворах, где они живут. Вместе они съездили в лес, сделали там свои поляны, значит. Вроде бы простое дело, да? Саженцы дуба. Это символ будущего, символ жизни, символ консолидации нашего общества. Вот это на меня произвело впечатление. И, конечно, вот все эти, значит, многонациональная школа, хором пели песни «Туган-Тель», хором начали концерт с песней «Ой, был-былым». Вот это, конечно, было очень трогательно. Также в Казани была, значит, проведена встреча с Советом Аксакалов Милли Шура и с Советом Аксакалов Казани. И, к моему удивлению, очень все прекрасно информированы о нашей деятельности. Мне было очень приятно, когда выступил Хатыб Минигулов, рассказал про нашу деятельность, которая наблюдает за нами в соцсетях. Рассказал Индус Тагиров, легенды наши, и другие аксакалы. Они смотрят за нашим видео, смотрят за нашими публикациями в прессе. Они дали очень высокую оценку нашей деятельности. Это было для меня также очень приятная оценка именно аксакалов. Было много, конечно, и пожеланий, замечаний. Мы их все тоже выслушали и все их учтем. Также в Казани мы посетили 2 театра Камала, значит, 2 постановки очень интересные. 2 концерта в «Пирамиде» были замечательные. Все-таки татарская жизнь, она кипит, бурлит. Учитывая, что я 8-9 месяцев не был в Казани, для меня были эти встречи очень ожидаемые и очень интересные. И первый ифтар я принял в нем участие в Туган-Оглы. Тоже это было традиционно. Пригласили туда делегацию Турции. Он был посвящен вот этим, значит, землетрясению. Мы почитали дуга этим 50 тысячам, значит, мусульман, наших братьев, которых нет с нами. Что касается концертов «Пирамида», у нас замечательная татарская эстрада, очень много новых исполнителей, прекрасных исполнителей. У нас на сегодняшний день, я бы сказал, что положение в татарской эстраде просто, значит, на оценку 5, наверное. Это тоже меня очень порадовало.
Потом, значит, в Казани встретились с молодежью. Я провел долгий разговор с Шакировым, Данис Фанисовичем. Также мы обсудили планы на будущее, значит, о сотрудничестве, о совместных мероприятиях. Мы хотим нынче также посетить все федеральные сабантуи обязательно. Потом, после этих посещений, мы здесь проводим такие совещания по итогам этих сабантуев. В прошлом году мы, значит, были приглашены на все федеральные сабантуи, и даже на мусульманский сабантуй были приглашены. Затем, значит, в Нижнекамске я посетил, получается, 11 колледжей и одно высшее учебное заведение. Вот что касается колледжей. Это медицинский, ПЕД, экономический, гуманитарный, имени Королева, энергетический. И везде я встречался с молодежью. В каждом колледже все-таки есть энтузиасты, есть люди, которые о сохранении языка задумываются. И везде есть часы татарские, часы татарского языка. Везде это все проводится в этих колледжах. И было 2 творческие встречи с поэтами в библиотеке Тукая. Тоже, значит, у нас, к сожалению, мало сейчас, меньше читаем мы книг. Особенно молодежь. Вот эта литература, чтение книг, это, конечно, проблема. Но с этой проблемой как вот здесь заинтересовать? Вот нужно больше писателям, поэтам ходить в школы, предоставлять, и они должны знакомиться с детьми. А дети, значит, на татарском языке, они должны, когда они видят живого поэта, живого писателя, и им этот писатель дарит книги, и, конечно, возникает желание почитать, ознакомиться. Поэтому, наверное, вот один из резервов сохранения татарского языка – это писатели, поэты, аксакалы, которым нужно как можно больше общаться, ходить в школы, в учебные заведения, в школы и в колледжи. В педагогическом колледже это будущие наши идеологи, воспитатели. Это медицинский колледж, вот, экономический любой. Это все-таки в Нижнекамске не потому, что я патриот этого города. Все зависит от первого лица, все зависит от директоров. Очень удачно все подобраны. Я как раз попал на неделю, театральную неделю. Также посетили мы 2 спектакля. В Нижнекамске функционирует на очень высоком организационном уровне татарский драматический театр. Были тоже, вот постановку привезли Камала. И, конечно, всем на удивление, театр наций посетил город Нижнекамск. Это тоже было какое-то такое новшество. Но потом, после спектаклей, в кулуарах, уже с руководителями театров Камала, Нижнекамска и другими, мы обсуждали проблему не только читать. Вот, к сожалению, публика татарская сейчас стала меньше ходить в татарский театр, предпочитает больше русский театр. Вот с этим как бороться? Чтобы со школьной скамьи, чтобы у людей театр – это такое направление искусства, это такой рычаг идеологический для сохранения татарского языка, культуры, нашего фольклора сохранения. Поэтому вот эта проблема, она есть, и я ее ощутил, что молодежь, татары меньше и меньше ходят в национальные татарские театры. У нас на сегодняшний день в Татарстане около 20 театров. И везде эта проблема. Когда театры приезжают в Москву, мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь с реализацией билетов. Мы обязательно им устраиваем здесь в штабе чаепитие. Практически все театры, которые приезжают в Москву, все посещают площадку штаба, общаются с нашей молодежью. И мы, эти артисты, особенно нам ценны, потому что у них всех прекрасный татарский язык. Вот, мы с ними общаемся. Дальше, значит, в Нижнекамске были соревнования по вольной борьбе тоже, вот, значит, много энтузиастов. Вот мы говорим же много о акбаях. Акбай. Вот у нас есть один, значит, товарищ Ленар. Вот он организовал борцовский турнир по вольной борьбе. Международный. Приехали туда узбеки, киргизы. Тоже вот на высоком уровне борьба. Что такое борьба? Это тоже воспитание духа. У нас издавна у татар
всегда сабантуи, борьба, это соперничество, это демонстрация силы. Это тоже важный момент для нашей молодежи. Ну, одно дело количество, вот там 10-11 колледжей, но другое дело, я там выступал в основном с такой, у меня подготовленная была такая, с элементами тренинга, такое выступление. Первая часть у меня, она посвятилась тому, что мы 2 года назад издали книгу «Узжерим Даустелем». Мы в первый год раздали 5000, в прошлом году раздали 3000 с презентациями, и нынче вот оставшиеся 2000 мы раздавали по этим школам и, значит, рассказывали о сути этой книги. Этой книги, которую ждал татарский мир, которая очень сильная, она заставляет задуматься. Практически в этой книге 100 стратегий, 100 обращений к татарской нации, наших выдающихся деятелей, учителей татарского языка, кто в этом разбирается, кто это понимает, эту суть сохранения татарского языка и понимания татарской нации, в каком историческом периоде мы сейчас находимся. Как нам возродить вот это вот, чтобы человек чувствовал, осознавал себя татарином, идентифицировал себя татарином. Поэтому это называется перезагрузка сознания. Вот. Не говорят татары в общественном транспорте между собой, где-то не говорят на татарском языке. Поэтому вот у меня первая часть моего выступления была посвящена этой книге и проблеме сохранения татарского языка. Во второй части своего выступления у нас нынче юбилейный год, исполнилось 95 лет Фихрату Ахметжану Чотабееву. И вот у нас в связи с этим проведено много мероприятий здесь, вечера памяти мы провели, значит, пригласили его соратников, с кем он работал, с кем он в общежитии в комнате жил, с кем он в одной группе учился. И вот на площадке штаба мы здесь собрали, значит, в день памяти Табеева, в день рождения 4 марта мы здесь собирались. И вот поэтому про эти мероприятия я рассказывал во второй части. Кто такой Табеев? К сожалению, многие не знают сейчас. Нам не надо на стороне искать каких-то мифических героев. Вот они, герои рядом с нами. Вот вам, пожалуйста, жизнь Фихрата Ахметжановича Табеева, которого нет сейчас 8 лет. Мы особенно к этому ответственно относимся, потому что мы являемся продолжителями его идей, продолжителями его мыслей, той политики, которой он придерживался. Он придерживался политики, это двигать молодых кадров из Татарстана в Москве, это карьерный рост, политический рост. Вот поэтому вот вторая часть у меня посвящена была биографии и вот книге. И было, я приятно также удивлен, что в 36-й школе у нас организовано Табеевское движение. И вот мы летом, был я в начале, когда этот музей организовывался, музей теперь живет. В музее очень интересные, уникальные экспонаты. И мы тоже там приняли участие. Я всем рекомендую, кто бывает в Нижнекамске, посетить этот музей Табеева в школе 36. Люди энтузиасты, люди преданные своему делу, просто душу вложили в этот музей. И мы надеемся, и я про это говорил в других учебных заведениях, что это Табеевское движение, оно превратится в массовое. Нужна нам мотивация, чтобы была. Если человек хорошо учится, поведение, он мотивирован на благотворительность, на любовь к родине, он принимается торжественно в Табеевцы. Вот меня они тоже приняли в Табеевцы. Вот, поэтому, значит, в третьей части выступления мы говорили о общественной жизни в Москве, чтобы они, побывая вот летом в Москве, когда они обязательно посетили штаб, я им рассказал про землячество, в том числе Нижнекамское землячество, которое успешно, я считаю, было создано вовремя, и которое, его деятельность, все переписываются, все между собой общаются, все вместе с этим землячеством мы ходили на хоккейные матчи, на концерты. Вот я им рассказал про общественную жизнь Москвы, раздали им всем визитки. Также многие знают про штаб, многие знают про нашу деятельность, про наши клубы.
Многие, кто не знает, тоже с удовольствием все это слушали. В 4-й части она была посвящена тоже, значит, на основе тренинга о личностном росте, о мечте. Потому что формируется жизнь по мечте. Вот, и чтобы я их призвал к завышенной, к табеевской мечте, чтобы они о великом мечтали. Как наш Фихрат Ахмедьяныч приехал на картофельное поле в 31 год, в Набережной Челны, и он говорил: здесь будет город, здесь саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. И за 10 лет был построен 650 тысяч город населения, и был построен гигант-завод КАМАЗ. Такого в мире никогда не было. Были построены Лениногорск, Минибаевск, Оргсинтез, Альметьевск, театр Камала. Много всего можно перечислить, что было сделано за 20 лет. Значит, много было вопросов, много было, значит, обсуждений. Я надеюсь, что они очень прошли положительно, позитивно, и я думаю, что они сыграли какую-то роль на формировании мировоззрения вот в этих колледжах. Мы и дальше сейчас призываем и общественников, и активистов штаба. Надо больше ходить в школы, в эти учебные заведения. Надо больше общаться с молодежью. Особенно сейчас, когда идет такой натиск зарубежный этой пропаганды везде, эти сайты. Всю молодежь, где бы я ни выступал, я призывал не смотреть эти сайты, не подписываться, не ставить им лайки, потому что это, во-первых, все остается в компьютере на будущее. И вот быть против этой пропаганды, между собой это обсуждать. Что мы можем противопоставить сегодня этой западной, пагубной, сатанистской пропаганде? Мы им можем ответить правдой. Правдой про нашу жизнь, правдой про нашу идеологию. Вот к этому я их всех призывал. Поэтому вот этот 20-дневный марафон, я думаю, что он был удачным. Также в Казани, значит, зная мой приезд, я был приглашен на ТНВ передачу, на ГДРК, на радио. В Нижнекамске также я дал много интервью газетам. По традиции 25-летней мы в Нижнекамске делаем льготную подписку и на русскую газету, и на татарскую по 20 человек на полугодие. Мы помогаем мечети в проведении ифтаров. И, конечно, мы посещаем детский дом в Нижнекамске. И последним, наверное, завершающим аккордом была эта встреча с аксакалами Нижнекамска, которых, значит, я не видел кого-то 10 лет, кого-то 20 тоже. Значит, есть у нас вот эти вот аксакалы наши, надо их беречь. Пусть они живут дольше, они нам нужны для этой правды. И также там мы подняли вопрос вот про эту западную пропаганду, про Отечественную войну. Кто сейчас нам расскажет все это? Поэтому эта встреча также была очень положительной.